Akşamınız hayır olsun saygılı dostlar. Gagavuz dilini öğrenmeyi isteyen insanlar, hepsinizi ben selamlayarım bugün. Bugün sizinle artık 16. üretimiz var. Bugün Oktyabrin'in 11'i, bugün pazartesi, Salı. Bugün Salı. Da bizim bugün sizinle uğrumuz var. Dostlar, bugün sizinle lav birleşmelerini öğreneceğiz. Kısacık anlatayım laf birleşmeleri için. Словосочетание. İzafiyet deriz buna Türkologiyada. Laf birleşmelerin türlü formaları var. E, Laf birleşmesi 2 ya da 3 laftan oluşur. Lafın biri tamamlanır, biri de tamamlanır. Друзья, сегодня будем проходить словосочетание. В тюркских языках мы называем это изофет. То есть словосочетание состоит двух, а может даже из трех слов. И один из них дополняет другое, то есть дает более подробные сообщения о другом, да? Давайте посмотрим. Анамын кардашы. У нас тут два слова «она» и «кардаш». Анамын кардашы – брат мамы, мамин брат. Братик, да? Мамин братик, младший. Анамын кардашы. Друзья, анам, вот она, анам, моя мать, да? И анамын, принадлежность, да? И кардаш плюс аффикс «ы», анамын кардашы. Поняли, да? Бобамын анасы, мать папы, мать отца. Боба плюс мы, вот бобам, мой отец, да? То есть мать моего отца, бобамын, аффикс «ын». Почему «ын»? Потому что в слове боба все твердо. И тоже аффикс «ын» идет, то есть буква «ы», да? По гармонии гласных. Бобамын анасы. Значит, если у нас слово заканчивается на вокал, она, то в третьем лице анасы получается. Анасы. Onun anası, babamın anası. Поняли, да? Третье лицо. Какумун adı. Имя сестры. Какумун моей сестры, да? Какумун adı. Kocamın çantası. Kocamın çantası. Сумка моего мужа, да? Kocam, мой муж. Kocamın çantası. Опять аффикс. Значит, çanta, vokal и аффикс сы. Sevda'nın anasının или Sevda'nın anasının anahtarı. Sevda'nın anasının anahtarı. Anahtar, ключ. Ключ матери Sevды. Ключ матери Sevды. Sevda'nın anasının anahtarı. Поняли, да, друзья? Или Sevda'nın мамусунун анахтары. Она и маму. У нас два выражения используются. Маму – это в основном в лицо говорим, а за глаза говорим она, benim anam, когда мы говорим о матери. А когда обращаемся, мы используем маму, слово маму. Друзья, маленький текст давайте прочтем и переведем. Senselelerim. Senselelerim. Мои
Родственники. Мои родственники. Читаем. Zaman hayır olsun. Benim adım Aydan. Ben çadırda yaşarım. Benim büyük ailem var. Üçer cümle okuyalım. Hem de laf edelim bu üç cümle için. Zaman hayır olsun. Здравствуйте. Мое имя Айдан или меня зовут Айдан. Я живу в çadırı. Çadırda. Nerede? Çadırda. Да, аффикс да. Yaşarım. Пишем 2 Почему 2 друзья, пишем? Почему пишем 2 Потому что, значит, потому что, значит, повелительная форма глагола, настоящая повелительная форма глагола, яша, живи, да, яша, заканчивается на вокал а, да, а когда мы, значит, делаем глагол настоящего времени, у нас есть аффикс «р», вот он «р», да, и плюс у нас тут еще перешло в и у нас получается 2 Яшерым. Бен яшерым, да? И аффикс личного местоимения. Бен яшерым. Поняли, да, друзья? В глаголах настоящего времени смотрим на то, как заканчивается наш глагол в повелительной форме. Ставим в повелительную форму. Если повелительная форма заканчивается на вокал, то у нас получается 2 или 2 От чего зависит? От гармонии гласных. У нас тут твердое, поэтому будет 2 А если, значит, глагол заканчивается на консон, например, бак, смотри, то тогда там у нас будет 1 Бакером. Мы можем долго произносить бакером, но мы пишем 1 потому что повелительная форма глагола закончилась на консон, на к, бак, бакером, 1 Надеюсь, вспомнили. А кто не знал, уточнил и будет дальше правильно писать глаголы настоящего времени. Идемте дальше. Benim büyük ailem var. У меня большая семья. У меня большая семья. Babamın adı Vani, anamın adı Lana. Папу зовут Вани, маму зовут Ляна. Babam 45 yaşında. Babam 45 yaşında. Друзья, бобам, боба, выражение слова боба, больше всех используется в гагаузском языке, поэтому оно принято за основу, как литературный язык. Но помимо этого, мы с вами говорили раньше, боба имеет несколько форм. Моя мама, например, говорила моему дедушке «баба». Мой папа говорил своему отцу «бака». А моя мама говорила, как за глаза, «буба». Гид буба насор говорила, буба говорила. Представляете? Боба, буба, баба, бака. И это только в Луканежском районе, скажем. А помимо этого еще есть бобака и много еще разных, значит, форм этого слова отец, да? Идемте дальше. О дülgerdir. О дülgerdir. Он столяр.
Он столяр, dülger, столяр. У нас есть фамилия dülger, да? O dülgerdir. Он столяр. O işler evde kendi usta odasında. О işler. Посмотрите, опять два «е». Почему? Потому что повелительная форма глагола «işle». «Işle». Превратилась в плюс дополнительно аффикс, и получается «işler». Evde, nerede? Evde, дома. Kendi usta odasında. Он работает дома в своей мастерской. Usta odası в мастерской. Günün bütün gününü o orada geçirir. Свой день, свой целый день он проводит там. Orada, там. Anam 40 yaşında. Mami 40 лет. O uşak bahçesinde terbiyeci işler. Она работает в детском саду воспитателем. Terbiyeci. Друзья, тербиеджи и тербиедиджи. Есть два выражения, оба правильные. Тербие– это воспитание, тербиеджи– воспитатель, тербиедиджи– человек, который дает воспитание, тоже верно. Поэтому у нас две формы можем использовать тербиеджи. Мы еще, сельские дети и люди уже взрослые, знают, что талигада олер тербе, да, тербе. То есть при помощи этих вожжей, вожжи, да, вожжи, при помощи этих вожжей, в принципе, человек воспитывает коня, да, направляет его, дает ему правильное направление, воспитание. Это тоже тербиеджи, человек, который дает правильное направление человеку, да, если подумать, посмотреть, если в корень слова. Надеюсь, вы меня поняли. Var bir kardeşim. У меня есть один братик, да, младший, да. Onun adı Demir. Его зовут Demir. Demir benden 5 yaş küçük. Demir младше. Младше. Меньше, да? Младше меня на 5 лет. Demir benden 5 yaş küçük. İkimiz de bir şkolaya gidiyoruz. İkimiz de bir şkolaya gidiyoruz. Мы, ikimiz, вот он, biz, да, ikimiz, вот он. Частица biz, да, друзья, из. Тут мы знаем, что мы вместе, мы вдвоем, вот, ikimiz, мы вдвоем ходим в одну школу, то есть в ту же школу, да, в одну школу. Anamın babası hem anası, benim dadım hem malim Волконечте yaşayırlar. Вот, пожалуйста, тема сегодняшнего урока. Анамын babası. Отец мамы. Мамин отец, да? Анамын babası hem anası. То есть мамин отец и мать. И дополнительное предложение внутри. Мои бабушка и дедушка. Мои дедушка и бабушка. Волконечте yaşayırlar. Живут в вулканештах. Yaşayırlar, обратите внимание. Яша, yaşayırlar, два Дядумун аdı Зари. Дедушку зовут Зари. Есть такое имя Захари, и Х упадает, и Зари осталось, да? Onun
Ona hepsi Zari Aga der. Ему все Зари Ага говорят. То есть его кличат, или как будет правильно по-русски, зовут Зари Ага, да? O 70 yaşında. Ему 70 лет. Малимин adı Манчи. Бабушку зовут бабушкино имя Манчи. O 65 yaşında. Ей 65 лет. Ben onlara sık sık giderim. Я часто иду к ним. Onlarla beraber parka gideriz, geziniriz. Onlarla beraber parka gideriz, geziniriz. Вместе с ними идем в парк, гуляем. Гидерис. Обратите внимание, повелительная форма гид заканчивается на консон, поэтому только аффикс ер. Аффикс настоящего времени глагола, да? Гидерис. Biz гидерис. Еще и аффикс из, да? Помните, мы на первых уроках говорили, что гагаузский язык входит в тюркскую группу, а тюркская группа это язык агглютинативный, то есть экlemli диль, то есть к корню слова присоединяются различные аффиксы и меняется слово. И вот, пожалуйста, в данном случае мы видим гид, гидер, гидерис. Видите? Пожалуйста. Это вот мы видим, что наш язык экlemli диль, да? Идемте дальше. Gezineriz. Повелительная форма gezin и просто аффикс yer и аффикс из, да? Anamın bir kakusu var. У сестры есть одна сестра. Adı Gina. Gina Lelum 30 yaşında. O poştada işler. У моей мамы есть сестра. Тут неполадки. 50 сделаем, да? Нет? Где сколько маме лет? Маме 40 лет. 50 сделаем, друзья, да? Потому что Каку она старшая. Если было бы кыскардаш, тогда можно было сделать, значит, 30 лет, да? Исправьте, пожалуйста, тут. 30 на 50. Анамın bir kakusu var. У моей мамы есть старшая сестра, да? Старшая сестра. Ее зовут Гина. Тетя Гине 50 лет. Она работает на почте. Poştada işler. Lelum evli. Тетя замужем. İki kızı var. Altınay hem Sevgi. Onlar benden küçük. Babasının adı Nikola. Значит, она работает на почте, сказали. Тетя замужем, Эвли, замужем, то есть имеет свой дом, видите? Эвли. İki kızı var, у нее есть две дочери, Алтынай и Sevgi. Они младше меня. Babasının adı Nikola. Отца папиного отца зовут Никола.
Mahallemin adı Kati. Onlar çiftçi. Her yaz giderim onlara köye. Babamın babasının adı Nikola. Отца папы зовут Никола. Бабушку зовут Кати. Это со стороны отца, да? Они крестьяне, то есть работают с землей, чифчи. Они крестьяне, земледельцы, скажем так, да? Her yaz giderim onlara köye. Каждое лето иду или еду, скорее всего, конечно, ездят, да? Еду к ним в гости в село. Еду к ним в село. Ауылда çok meyve ağaçları var. Во дворе есть много фруктовых деревьев. И последнее предложение. Babamın bir agası var. Ya da батюсу var. У отца есть брат. Раньше говорили ага и батю. Это означает брат старший. Слово ага вытесняется, а батю уже везде используется. Но мы посчитали нужным, чтобы вы знали и слово ага, потому что оно было и пока есть у нас. Büyük çuçumun adı Пети. Старшего дядю зовут Пети. О 50 yaşında. Ему 50 лет. КамАЗ шофери işler. Работает шофером КамАЗа. Kimin, neyin? Друзья, kimin, neyin, да? Чей и чего? Kimin, чей и чего, неин. Значит, друзья, мы говорили, что сегодня будем говорить о словосочетаниях, где одна форма дополняет, а другая форма дополняется, да? Значит, если в слове есть а, и, то у нас будет аффикс ын. Например, бобанын шапкасы. И если слово заканчивается на вокал, как а, то идет аффикс си, да? И тут же та же самая ситуация. Гласные, мягкие гласные и, соответственно, аффикс нин. Например, батюнун. Нет, это не подходящий. Батюнин наше слово, и аффикс получается другой. Сейчас скажем küpenin, алкасы. Küpenin halkası. Küpenin halkası. Nin и сы, алка. Вот он. Halkası. И вот дальше таким же образом. Посмотрим дальше. Вот на примерах. Sevginin fistanı pek güzel. Sevginin fistanı pek güzel. Sevgi мягкий и аффикс нин мягкий и фистан твердый, последний твердый, да, и получается аффикс, да, фистанı pek güzel.
платье Севды. Севды очень красивое, да? Симунун калпа кара. Симунун калпа кара. Пожалуйста. Тут колпак, да, друзья? Корень слова колпак. К выпадает и туда присоединяется еще одна буква А. Колпа. Получается у нас два А из-за выпадения буквы К, которая находится в конце слова. Anamın kakusu benim lelum. Anamın. Anam benim, да? Benim anam. И ын. Anamın kakusu. Какусу, видите, да? Как чуть выше и заметили по этой схеме, да? Какусу, вот. Анамын, вот. Какусу. Каку и, конечно, гармония. Губная гармония. Какусу получается, да? Анамын какусу. Benim лелюм. Значит, сестра моей мамы, моя тетя, является моей тетей, да? Üsküp'ün köprüsü pek eski. Üsküp'ün, да? Мягкое, да? Üsküp'ün. Я тут, обратите внимание, нин, нун, ын и ün разные, да? И твердые, два твердых и два гласных. Два из них губные, да? Üsküp'ün köprüsü pek eski. Üsküp – это в Македонии. Есть город турецкий. Üsküp, Скупье. Скупье говорят. Это по-турецки будет Üsküp. Üsküp'ün köprüsü pek eski. Üsküp, говорим мы тоже в фольклоре, есть это название этого города. Üsküp в нашем фольклоре. Итак, друзья, продолжаем. Значит, мост Üsküp'e очень старый. Doğrudan da orada çok eski bir köprü var. Yukarıdaki örneklere göre cümleleri tamamlayın. Допишите тут точечки, друзья. Вот они должны быть две точечки, да. Örneklere göre допишите. Cümleleri tamamlayın. Друзья, мы тут дописываем наши аффиксы. Гагаузия, башка-саба, комраттыр. Давайте допишем. Гагаузия, нын, башка-саба, сы, комраттыр. Я думаю, что вы поняли. Вот прямо как и тут по этим формам заполняем, друзья, эти предложения. Давайте посмотрим тут. Evimiz, pencereler sarı. Дополняем, друзья. Evimi, zin, правильно. Pencereleri, sarı. Значит, окна нашего дома желтые. Bu ağaç, almalar pek işi. Сделали? Bu ağacın almaları pek işi. Яблоки этого дерева очень кислые. Друзья, допишем тут сами. Я просто переведу слова. Кывырмалар. Оп. Я прошу прощения. Сейчас, секундочку, что-то у нас есть. Evimiz pencereler kıvırmalar üstü pek kızarır. Kıvırmaların üstü, да, друзья? Кывырмаларын üstü pek kızarır. Кывырма – это
лепешки, плаценты, да, кывырма, гагаузские плаценты, скажем. Кывырмаларын üstü, верх плацент, очень краснеет, да, пек кызарыр, очень становится красным, то есть красным, кызарыр, обжаренным, да. Кыз, saçlar pek uzun. Волосы девочки очень высокие. Допишите сами аффиксы. Симо. Она школая gelmiyor. Мама Симу в школу не идет. И последние мы уже сделали, открыли. Колinin çantasında ne var? Колinin çantasında ne var? Что есть в сумке Коли? Колиной сумке что есть, да? Тут тоже самостоятельная работа. Yarın. И тут у нас парк, концерт, dükkan, üretici, ректор, oğul. Значит, парк, концерт, dükkan. Парк, концерт знаем, dükkan. Dükkan – это магазин. Üretici тоже знаем, да, учитель. Ректор знаем, это директор университета, ректор. И oğul – сын, да, сын. Yarın konserte giderim, например, да? Yarın konserte giderim. Друзья, nereye, nerede пишем, да? Nereye hem de nerede, куда, откуда, куда, где. Yarın konserte giderim. И завтра я иду на концерт. Мы это учили еще выше, где-то на четвертом-пятом уроке, да? Konserде giderim. Дальше. Çocuklar oyun oynar. Nerede çocuklar oyun oynar? Где дети играют? Где дети играют? Что пишем тут? Nerede? Аффикс да, де. Парк, та. Та, да, та, те, да, де. Да? Выбираем, который нам нужен. Нам подойдет сюда аффикс та. Почему? Потому что к глухая. Паркта. Паркта. Паркта çocuklar oyun oynar. Мальчики играют в игру в парке. Oğul 7 yaşında. Oğlum da oğlum. Benim oğlum. Oğlum 7 yaşında. Моему сыну 7 лет. Şimdi anladır. Kim anladır? Kim anladır? Şimdi üretici anladır. Просто вставили слово üretici. Сейчас рассказывает учитель. И дальше. Evimiz pek yakın. Nereye yakın? Evimiz dükkana pek yakın. Или evimiz парка pek yakında. Можно использовать парка или dükkana pek yakın. Наш дом очень близок к магазину. И дальше. Yeni rektoru tanıyorsun mu? Kimi? Rektoru. Yeni rektoru tanıyorsun mu? Ты. Где у нас ты? Вот он, друзья. Сын tanıyorsun. Вот он. Частица sen, да? Ты. Похоже? Сянь и сын, да? Значит, частица sen находится в аффиксе настоящего времени второго лица. Sen tanıyorsun mu? Sen tanıyorsun mu?
Yeni rektörü tanıyorsun mu? Ты узнаешь нового ректора? Нового ректора. Надеюсь, у вас все получилось. Идемте дальше. Друзья, arasında, между чем-то, да? Пишем, сверху пишем. İçinde, внутри. Üstünde, наверху, с верхней стороны. Yanında, рядом. Каршысында, перед чем-то, да? Или перед кем-то. Ardında, за чем-то, за кем-то. И kenarında, на краю, край, kenar, край, на краю, kenarında. Neyinse kenarında, да? Давайте посмотрим. Üniversitet, kilisenin yanında. Üniversitet, kilisenin yanında. Üniversitet, рядом с церковью. Kilisenin, neyin? Kilisenin, da? Çanta masamın üstünde. Çanta masamın üstünde. Masam, мой стол, да, друзья? Benim masam, вот он масам. Масамын на моем столе. Сумка на моем столе. Тут моем нет, но есть только частичка его, да? Вот он, масам, benim masam. Çanta masamın üstünde. Сумка на моем столе. На, вот он, на столе, на, сверху стола. Школа sağlık merkezinin önünde. Школа перед, önünde, перед. Мы тут писали, да? Önünde у нас тут нету, но допишите önünde. Önünde. Перед. Школа sağlık merkezinin önünde. Школа перед центром, оздоровительным центром. Перед центром здоровья. Sağlık merkezi, центр здоровья. То есть поликлиника и так далее. Центр здоровья, да? Сейчас у нас принято делать такие маленькие центры здоровья в селах, да? Sağlık merkezi. Это самое правильное название для этих маленьких таких поликлиник, да? Sağlık merkezi. Dальше. Evimiz Kaul Gölü'nün kenarında. Evimiz Kaul Gölü'nün kenarında. В Вулканическом районе, значит, с одной стороны Чешмекёй, а с другой стороны Этуле есть озеро Кагул. Вы, наверное, слышали. И вот мы в этом предложении говорим об этом озере. Evimiz, наш дом. Вот наш. Bizim evimiz, да, друзья? Evimiz, наш дом. Evimiz Kaul Gölü'nün kenarında. Сейчас кто-то скажет, почему Gölü'nün? Kaul Gölü'nün yanında можно сказать, но нельзя. Kaul Gölü это форма, вот она. Вот она. Kaul Gölü это форма. Это изофет, да? Это такая модель. Bir kalıp. O bir forma, bir kalıp. Ona göre biz açana ekleyeriz afiksleri. Biz bütün kalıba ekleyeriz. Kaul Gölü'nün kenarında olur dostlar. Kaul Gölü'nün kenarında. Olsaydı gölün yanında o zaman dilde bu a'da olmasaydı. То есть слово, которое уточняет это озеро. Если бы не было его, этого названия, тогда достаточно было gölün kenarında. Evimiz gölün kenarında. Все отлично. Не нужен аффикс нün. Gölün, просто одна не. Вот так вот. Gölün. А в данном случае, друзья, Kaul Gölü – это изофет. Мы присоединяем изофет, значит, наш аффикс нün к изофету.
Kaul Gölü'nün kenarında. Надеюсь, вы меня поняли. Потому что у нас всегда делаются эти ошибки. И потихоньку уже начали исправляться. Раньше говорили гагаус дилин грамматикасы, а сейчас уже исправились, говорят гагаус дилинин грамматикасы, потому что есть изофет гагаус дили. Гагаус дили – это форма, это шаблон. И гагаус дили плюс аффикс нин. Гагаус дили нин грамматикасы – это верная форма. И уже в университете и, значит, в учебных заведениях уже используют правильную форму. Но потихоньку начинаем правильно думать и использовать правильные формы. И, друзья, идемте дальше. Köprü bakanlığın karşısında. Пожалуйста, опять же, баканнык. Вот должна быть одна К тут, да, друзья? Вот, баканнык. Вот я ее с большой буквы дописала. К у нас выпадает в конце слова. И баканын. Если одна «ы» есть, то повторяется другая «ы». Баканын karşısında. Мост перед министерством. То есть мост находится, подразумевается находится, да, друзья? Мост находится перед министерством. Тут везде подразумевается находится, но у нас нет этого слова. O demir parçası iki taşın arasında. Это железка между двумя камнями. Это железка, этот кусок железа между двумя камнями находится, да, между arasında. Между. Итак, друзья, и у нас осталось под конец слова A bukvasından başlayan az bilinen laflar. Друзья, А буквасы говорим, не говорим буква Айлам башлаян. Буква Айлам башлаян не говорим, потому что это калька с русского языка, мы не делаем кальку. Мы говорим А буква С, да? А буква Сыннан, вот она модель, да? Буква С. А буква С, буква А буква Сыннан башлаян аз билинен лафлар. Малоизвестные слова, начинающие с буквы А. Давайте посмотрим, какие это слова. Арма, билеть. Арма, может кто-то слышал. Арма, билеть. Например, вот такие выражения. Дан ери арер. Ни в коем случае не подумайте, что это слово ищет. Арер ищет. Совсем не то. Белеет. Арма, белеть. Есть такое выражение. Benim başımda saçlarım ağardı. То есть у меня волосы стали седыми. И есть такое еще выражение у нас. Çamaşırlar nasıl güzel ağardı. Как же стали белыми наши простыни и так далее. Да? То есть они стали белыми. Арма, белеть. Светать. Например, дан ери арер. Дан ери арер. Дан ери это заря, где восходит солнце. Арер это то есть солнце встает, белеет. То место, где заря белеет, то есть светает. Надеюсь, вы меня поняли. Арытма от слова ары. Боль. Ары, боль. Боль. Арытма делать больно. И у нас есть песня Башыма арер, я бен пазара варайым, Джанфес башыма алайым. Вспомнили, да? Это Мария Кыса поет эту песню. Burada da dostlar арер не ищет, а болит. Голова болит. Башым арер. Ары, боль. А кое-кто говорит пчеле ары,
там должна быть одна А. Ары. Ары– это пчела, а ары– это боль. Аджи и ары– это слова синонимы. Ак– белый. Акджер. Акджер. Белые, легкие, легкие. Акджер. Вот, пожалуйста. Ак. И еще где мы используем это слово? Юмуртанın акı говорим, да? Юмуртанın акı. Пожалуйста, это слово очень красивое, и это является синонимом слова бияз. Бияз– это арабское слово, которое используется в гагаузском языке, которое прошло посредством турецкого. А ак– это чисто старое гагаузское, тюркское слово, которое имеется еще в древнетюркском словаре, в словаре Махмуда Кашкарлы и так далее. И в многих других словарях, которые были составлены в XI веке. Абла – сестра, старшая сестра. Абла – старшая сестра. В словаре у нас это слово есть. Оно у нас вышло из обихода. У нас появилось новое слово «каку», которое является тоже тюркским, но до сих пор его говорили, что оно болгарское, но оно тюркского происхождения. Идемте дальше. Аджеми, аджеми, неопытный, арабское слово. Аджеми, неопытный, арабское слово. Друзья, все эти слова, которые я вам даю, они есть в словаре. Я их беру из словаря. Поэтому не думайте, что это турецкое слово, и его у нас нет. Вам стоит открыть словарь, который составили Покровская, Гайдарджи и еще два товарища, Елена Колца и еще, один уважаемый исследователь, имя которого к моему стыду я сейчас забыла. Книгу, которую написали в 1973 году. Все эти слова там в наличии, друзья. Аджимсы, горьковатый. Аджимсы, наверное, слышали это слово. Ада, остров. Ада, остров. А полуостров будет Ярмада. Ярмада, полуостров. Ада еще имеет значение в некоторых, районах, как повидло, как варенье. Ада. И ага, выше говорили, это старший брат, который уходит почти из употребления, но мы его должны использовать в качестве к уважению к старшим людям. Например, к поэту можем обратиться, Тодорога, например, как я обращаюсь к Мариноглу, да, Тодору Ивановичу, Тодорога и так далее. Алан. Алан – это область, друзья, область, сфера, И еще вот такое выражение Алан, Алан, местами, площадками, Алан, Алан, местами. Поняли, да? И слово алиф. Алиф – это алифли, горячо, когда... Вот я сейчас использую это слово, и вы его вспомните, наверное. Когда мы готовим печь, fırını hazırlayırız açan ekmek yapma dostlar. O zaman açan yakıyoruz, yakacaklar yanıyor biter, kalıyor küller, kızarırlar da teble bir kırmızı bir incecik bir yalın, ona alif diyeriz dostlar. O alifleniyor. Fırın alifleniyor diyeriz. Fırın alifleniyor yani artık fırın hazır ekmeğe kabul etmeye. Alif огонь. Дальше. Андыз. Андыз это трава, сор. Аныт памятник, который уже используется в нашем языке. Это слово, есть в словаре, который мы перевели, не мы, а Чеботарь Петр Афанасьевич на латинице перевел и добавил еще некоторые слова. Аннет от слова анмак, помнить,
мы можем использовать в качестве памятника. Это у нас неологизм. Да, аныт памятник. Аннатма рассказ. Ары пчела. Ариф умный, многознающий. Ариф мудрый. Арнаут албанец. Ат лошадь. Ой, не лошадь, а конь, я прошу прощения. Лошадь бигир, а ат это конь. Мы иногда используем слово атлы. Атлы гидер. Атлы всадник, друзья. А мы иногда быстро бегающему человеку говорим атлы. Как бы как всадник. Идет как всадник, бегом так прыгая, да? Ат значит конь. Аш еда. У нас есть слово ашчы. Мы знаем ашчы повар. Аш еда это все, кроме хлеба. Все продукты, кроме хлеба. Аш еда. Ашчы повар. Ашма перейти, перевалить за гору, перевалить за что-то. Ашма. Ашма далары, да? Перевалить за лес. Ашма байыры. Перевалить за горку. Ата. Слово ата. Ата написано как устаревшее. Это отец. В слове кайната мы видим эту частичку. Каин это у нас, мы знаем от слова каинчу. Кайната это отец свояка, да? Отец брата мужа, например, да? Отец брата мужа. Каин ата. Кайната. Ата это старое слово отец, которое сохранилось в слове кайната. Атмаджа это сокол. Птица атмаджа. Ав и ау. Значит, форма, которой мы пишем ав, но ауланма говорим. Авланма, ав охота, ауланма, авланма охотиться. Авас эхо. Аяклык педаль. Аефланма, аефланма, сожалеть. Аефланма, сожалеть. Айып позор, стыд. Hayır добро. Hayır yapma. Sabah hayır olsun. Да будет добрым утро, да? И азман огромный, большой, огромный. Азман огромный, большой. Надеюсь, на сегодня достаточно. Надеюсь, гагаузы вспомнили эти слова и, может быть, еще что-то для себя новое открыли. Dostlar kalın sağlıcakla. Yakın zamanda yine buluşacağız 17. urağımızda da bizim bu kağıdımız bitiyor. Bitti bizim bir kağıdımız. Birinci uğurumuz bitti. Ben ikinci uğur için düşüneceğim. Belki ikinci uğurumuz da olacak. Kalın sağlıcakla. Laf edin uşaklarınızla Gagauzca. Gagauz dilimizi biz lazım birlikte kurtaralım. Bu bizim bitki hem en önemli işlerimizden biri. Bizim karnımız ancak yemeğiyle doymar. Bizim ruhumuzu da lazım doyurma. Bu ruhu doyurma deyini bizim ana dilimiz lazım. Ana dilimizde uşaklara masal okumamız lazım dostlar. O zaman bizim uşaklarımız olacak Gagauz mentalitesinde de bizde o zaman hepsi olacak İslam. Kalın sağlıcakla. İlin gece size.